Коми стартовал первый туристический конгресс регионов Севера. Он проходит с 11 по 13 марта с участием 350 экспертов федерального и регионального уровней. Представлены 20 регионов страны. Конгресс поможет выработать механизмы дальнейшего развития туризма. Сегодняшней рабочей площадкой стал финно-угорский этнокультурный парк села Иб. Там целый день работала наша съемочная группа. Анастасия Тернина передает с места события. В полдень Конгресс-холл финно-угорского этнопарка объединил федеральных и региональных экспертов Конгресса. Программа насыщена. Это тематические воркшопы, панельные сессии, заседания рабочих групп. Впереди нас ждет 2 дня насыщенной работы, и экспертное сообщество обсудит, как развивать мультибренд туристический регионов и как сделать так, чтобы регионы Севера стали привлекательны для туристов. После регистрации участников один из модераторов Конгресса представляет наиболее эффективные стратегии СММ, разбирает теорию и практику продвижения проектов в соцсетях, рассказывает о том, как использовать новые медиа в России, а еще об универсальных темах и форматах, которые могут привлечь внимание аудитории в этом году. У кого-то публикации можно добавить, да, то, что я рассказал. Не обязательно, что там все плохо. Нужно добавить то, что я рассказал. Кому-то можно более активную аудиторию привлекать. Вот, значит, кому-то можно фотки команды, например, сделать. Вот, все такие вот советы общие. То есть из того, что я рассказал, можно посмотреть того, что не хватает, и подумать, как это внедрить. И я думаю, что эффект, он будет в любом случае. Первая панельная сессия о том, как креативная индустрия развивает туризм в северных регионах. И Коми сегодня есть потенциал стать культурной столицей севера России. И есть идея создания первого в стране молодежного арт-кластера севера России. Большая благодарность республике за инициативу создать этот конгресс, потому что мы особенные регионы севера, и у нас много общих интересов, общих проблем, которые нам необходимо решить. И главная задача – это найти системные какие-то решения, в том числе касаемые инфраструктуры, сложности обслуживания туристов в наших непростых природных краях. Да, это связано и с переметами снега, и с летними программами, которые тоже требуют особой системы безопасности. И вот эти инфраструктурные решения, системные решения, я надеюсь, мы здесь вместе и найдем. Второе дыхание должен получить туристический проект «Северное ожерелье России». Он объединяет весь северо-западный федеральный округ. Об основных дальнейших направлениях развития говорят на заседании рабочей группы. Символично, что в юбилейный для республики год, в этом году республика отмечает свое 100-летие, и в связи с этим я всех приглашаю на наши мероприятия, которые будут проходить, идут весь год уже, но основные, конечно, будут проходить в августе этого года в Сыктывкаре. И в Сыктывкаре пройдет перезапуск межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Как продать регион? Об этом рассказывают ведущие эксперты туристической индустрии России. В северных регионах надо найти нечто уникальное. Создать на его основе мощный территориальный бренд, который сможет привлечь туристов. В Коми все есть для этого. Будь то столбы выветривания на плато Мань-Папунер, Красная Горка, Нут, Коми-Шанги или Ягода-Морожка. Все это уже сейчас привлекает в наши края путешественников. Но их число может стать больше, если правильно продавать туристический продукт. И этими секретами сегодня делятся эксперты. Туризм абсолютно разный, традиционный с точки зрения рекреационного. Он развивался в течение очень многих лет. В последнее время появляются и новые направления, такое как гастрономический туризм, туризм музыкальный, событийный туризм. Этому действительно уделяется достаточно большое внимание в Республике Карелия. И на сегодняшний день именно такие виды туризма, событийные, и культурные, они способствуют развитию и прилегающей инфраструктуры, развитию новых сетей партнерств. И, на наш взгляд, на самом деле, это один из таких важных этапов развития туристической отрасли, когда к туристическим компаниям, к операторам подключаются и организации культуры. Первый туристический конгресс поможет не только каждому конкретному субъекту федерации подчеркнуть для себя необходимые знания и навыки в продвижении туризма на своей территории, но и выбрать действенные механизмы дальнейших путей развития всей туристической отрасли на российском севере.
Именно сейчас надо говорить о развитии туризма, о перспективах, о новых маршрутах, о создании инфраструктуры, потому что пандемия сделала отложенный спрос. Да? Люди сидят дома, люди хотят куда-то поехать, люди хотят увидеть мир, люди устали сидеть дома. И то, что в прошлом году закрыты были все границы, люди обратились лицом к внутреннему туризму и стали познавать свою страну. Второй день Конгресса посвятят драйверам развития туризма, гастрономии, народным художественным промыслам, экологическому туризму, объединению представителей туриндустрии. Об этом мы расскажем в завтрашних выпусках новостей. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.